Ну, здравствуйте, мои дорогие! Кто-то мне написал на канале, что я похожа на Фиби из сериала «Друзья». Так вот, нет, сегодня я похожа на Жади из сериала «Клон». Зацените! Итак, сегодня гадать буду на золотом таро черных кошек и котов, под стать моему образу. И тема у нас награда после пережитого, событие, которое раз и навсегда изменит вашу жизнь. Я считаю, тема очень глубокая и достойная. Мы сегодня с вами на восточной вечеринке гадаем вот такие вот шамаханские царицы. И будем делать это тоже по-восточному немножко. Итак, как всегда, гадалка просит вас сдвинуть 3 раза. 1, 2 и 3. Итак, что там у нас на дне колоды? Что на дне колоды? На дне колоды у нас правосудие. Вы знаете, эта карта тяжелой кармы, возмездия. Она всегда показывает, что если человек от чьей-то руки в жизни пострадал, то в итоге те люди, которые эти ему страдания доставили, обязательно получат по заслугам, но и сам человек когда-то в прошлых жизнях, скорее всего, грешил слишком много, слишком сильно, ошибки совершал, да, и, соответственно, раз эти ошибки были, то в этой жизни вы получаете много уроков от тех людей, по сути, которых вы в прошлых жизнях как-то задели, да, обидели, может быть. Давайте посмотрим, кого вы задели, обидели в прошлых жизнях. Сразу же мне прям интересен этот вопрос. Кого вы задели, обидели в прошлых жизнях? Так, я здесь вижу мужчину, в любом случае мужчину. И я считаю, что может быть знака воздуха в этой жизни или с асцендентом в воздухе. То есть я не говорю, что он был мужчиной в прошлых жизнях, но может быть он сейчас мужчина, а вы встречались когда в прошлых жизнях, то есть он мог быть, конечно, в другой роли, да, но в этой жизни вы уже схлестнулись, вы уже как-то встретились, извиняюсь за Демида, и это мужчина в этой жизни, он исполняет эту роль, но он роль, опять же, исполняет некого вашего судьи. У него есть меч, да, и когда он исполняет роль судьи, значит, вот он вас как будто подсознательно за прошлые жизни осуждает, понимаете, осуждает. Так, а в этой жизни с кем вы столкнулись, и, может быть, кому-то делали ли вы какое-то неприятие, зло, или виноваты вы были, не виноваты перед кем-то. Так, я здесь вижу карту 6 жезлов и карта, так, 7 жезлов, и карта показывает, что вы вот на вершине холма стоите, да, вот этого, вы победитель, а тут машут жезлами, то есть на вас идет нападка какая-то. Вы не были виноваты, но на вас обижались за ваши победы, за то, что вы в чем-то на самом деле лучше других людей, понимаете? Вот именно в чем-то как преуспеваете перед другими людьми, то есть вас за это обвиняли. И это, опять же, скорее всего, какая-то кармическая завязка, потому что эти люди, возможно, вас побеждали в прошлых жизнях, в этой жизни вы этих людей победили, понимаете? Вот именно вы их победили, но они за это обижаются, потому что они расплачиваются. То есть в этом случае, извиняюсь за Демитку, он шумит немножко. Да, Демитка? Демитка шумит. Он сейчас будет очень шуметь, он решил поиграть с подушечкой. Я извиняюсь. Так, хорошо.
Давайте теперь посмотрим, что вы пережили в прошлом такое. Так, вы пережили гнет, нападки, месть от женщины. Причем так серьезно, давайте я вот тут еще добавлять буду. Ну, она, понимаете, она с вами как-то соревновалась, она с вами, ну, как будто бы пыталась вас одолеть в чем-то, да, то есть именно соперничала, скорее всего, эта женщина, много сделала вам зла, и из-за этой женщины у вас, ну, были какие-то иллюзии, да, иллюзии. Вообще, карты здесь такие, что она хотела исполнить свои желания через победу над вами. Вот, что она считала, если она вас победит, то в ее жизни все мечты по 9 кубков исполнятся. И все желания, какие она только загадывает, да, они сбудутся через какого-то человека или каких-то людей, которые с вами тоже были связаны на самом деле. Так, ну вы пострадали очень сильно от этой женщины, именно от нее у вас все испытания, порчи, возможно, были. Давайте посмотрим, был ли негатив на вас или есть. Ну, конечно, это любовный негатив. Возможно, у вас были отношения, и в связи с этими отношениями негатив, да, то есть могли быть всякие порчи, связанные с этими отношениями. У вас брак, возможно, был, или очень тесная с кем-то связь. Вот видите как? Вот видите как? Из-за этого всего потом была печаль, переживание, закрытость какая-то. Просто потому, что вам именно на отношения шел негатив, на вашу личную жизнь или просто на вашу семью, родителей, их союз. То есть тоже такое бывает, что союз ваших родителей могли прям ненавидеть люди. Какие-то недоброжелатели, особенно женщина. Но испытания в жизни, вот все какие волнения у вас в жизни были, это все было из-за женщины, из-за вот этой. Очень злая женщина. Она своего не упустит, она настоящий лидер по натуре. Вот такая женщина. Хорошо. Что сейчас? Что сейчас? Так, я вижу опять же нашу 7 жезлов. Вы не сдаетесь, вы такой же человек, какой вы и есть. То есть вы по жизни победитель, лидер, у вас этого не отнять, да? Совершенно не отнять. Ну и также, вот видите, у вас идет 10 мечей, которая показывает, что вы очень много пережили настолько, что вам кажется, вы как будто бы в яме, да, в какой-то находитесь, в яме настоящей. И, мол, не выбраться уже из этого, что только чудо вам какое-то поможет, как вы считаете. Вот именно, знаете, нелюбовь к себе такая серьезная идет из-за того, что вы обвиняли себя за лидерство подсознательно, и за свои такие вот жестковатые качества характера. И я здесь вижу карту, которая четко показывает, вы на распутье. Вы на распутье и знаете, что вам на многое надо в жизни закрывать глаза, вы этого не умеете делать и все больше впадаете в некое отчаяние. Мол, как мне молчать и как мне закрывать глаза на проблемы, если они есть. Вот вы прям спорите с жизнью, с Богом, с судьбой. Вот так вот происходит. Так, Жади сегодня говорит на серьезные темы. Жади, она такая. Она о жизни любит рассуждать. Так, теперь мы спросим у карт, какая награда вас скоро ждет от пережитого вашего, из-за вашего пережитого, какая награда ждет. Мы здесь видим башню. Башня показывает, что все ваши враги падут. Их ждет тяжелая, ну, участь, да, участь какая-то. У них жизнь начнет буквально разваливаться. Вот сначала все именно с этого начнется. Вы это как знак получите, что ваши враги начнут вот прям вот мучиться, переживать очень сильно, в жизни разные кризисы. У них даже может быть что-то очень тяжелое в семье, прям не могу говорить гадости,
Но что-то тяжелое настолько, что вот они прям, не знаю, как они оправятся от этого. И дальше мы видим девятку пентаклей. Вам пойдет в жизни союз, такой очень крепкий союз и благосостояние. Придет две новости, две птички прилетели, и солнышко взойдет на небосводе. А еще вы попадете стрелой точно в цель. Вот видите, как у вас. У вас идет именно богатство в жизнь, но с кем-то. Вот вы как бы со своей второй половиночкой будете вместе находиться. Вместе. Так, дальше, значит, мы смотрим, какая еще награда после пережитого будет для вас. Какая еще ждет. Так, ну вот я вижу здесь солнце. А солнце — это великое счастье. Это хорошая светлая семья, богатство, процветание, изобилие, здоровье и пара. Вы опять же, видите, с кем-то будете в отношениях, вы будете жить счастливой семьей. И все у вас будет хорошо, у вас прям солнце идет. Хорошо, какое событие раз и навсегда изменит скоро вашу жизнь? Какое событие это будет именно? О, опять это же самая башня, то есть вот я вам говорила, да, я же перемешала колоду при вас доставала карты. Все начнется с того, что ваши враги начнут разрушаться, у них вся жизнь пойдет прахом, вы это прямо глазами увидите, а враг у вас самый основной — это женщина. И вот эта женщина, она, у нее беда какая-то произойдет, беда. Вы сразу поймете, какая женщина и какая беда. Вы прямо узнаете новость об этой беде, у этой женщины. Я не говорю вам радоваться, но это как бы отправная точка. Дальше что за событие будет? Восьмерка пентаклей. У вас пойдет очень сильный приход денежный от вашей деятельности, от работы, от вашей, понимаете? Прям очень сильное прибавление, и вас будут прям ценить, уважать как человека. Или вашего мужа будут как работника, как бизнесмена, может быть, ценить, уважать его деятельность. Вот видите, как денежное прибавление. Вот вы увидите, как враги рухнули все, да, у них все рухнуло, и вам сразу пойдут деньги, признание в работе, в труде, и просто, и опять, ну как же я так перемешиваю, солнце опять, солнце, вот это и есть ваши счастливые карты, башня и солнце. Когда у врагов все разрушилось, а у вас построилось невероятное счастье, изобилие и благодать. Но вы увидите, это вот событие, это именно у кого-то что-то рухнет, да, рухнет. И вы поймете, что это был недоброжелатель ваш, человек, который все это время делал вам гадости, желал зла. Ну, вот такой ответ сегодня от карт. У нас по традиции уже 13 минут сжадим. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, оставайтесь со мной. И пока, до новых встреч.